В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. Повышение налогов для российских граждан и заморозка вкладов не рассматривается, заявил в интервью РИА Новости глава Минфина Антон Силуанов. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, сказал министр. По его словам, основные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас экономика нуждается в создании условий для устойчивости финансов и роста доходов граждан, считает министр. Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложение, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, рассказал министр. В России с начала этого года произошли налоговые изменения. Так, НДС был повышен на 22% с 1 января. Лимит доходов, при котором предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны переходить на уплату НДС, был снижен до 20 миллионов рублей. В этом году в дальнейшем его продолжат снижать поэтапно. Были и другие нововведения. Обсуждались и другие инициативы. В частности, отдельные регионы предложили поднять налоги для владельцев нескольких квартир, чтобы обеспечить доходы местных бюджетников, рассказал РБК. Кроме того, обсуждается ужесточение контроля за доходами и переводами физлиц. Распространение слухов о возможной заморозке вкладов россиян в Госдуме еще в 2025 году связывали с застройщиками. ЦБ назвал идею о заморозке абсурдной. Минэкономики сохранила прогноз роста тарифов на свет и газ на 3 года. Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в 2027 по 2029 года будет на 3 процентных пункта выше прогнозируемой инфляции. Ведомство подготовило сценарные условия функционирования экономики. Документ, содержащий основные параметры экономического прогноза на 2027 и плановый период с 2028 по 2029 годов. Документ уже рассмотрен правительством и направлен для учета в работе федеральные и региональные органы власти, уточнили в Минэкономике. Согласно прогнозу, инфляция продолжит замедляться и к концу этого года составит 5,2% с учетом ее переоценки. Индексация оптовых цен на газ в 2027 году составит 9,1%. В 2028 году она упадет до 7%. На таком же уровне показатель останется и в 2029 году. В России наблюдается резкий рост складских запасов сыра, пишет российская газета со ссылкой на данные Союзмолока. Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Белоруссии. По данным Союзмолока, по итогам первого квартала выпуск сыров увеличился на 3%. При этом запасы к началу апреля выросли сразу на 21%, превысив средние значения за последние 5 лет. Совокупный спрос на сыры в первые 2 месяца текущего года практически не изменился. Однако ключевую роль в ситуации с затовариванием складов сыграло существенное увеличение производства молока в 2025 году, достигшее максимального показателя за 30 лет последние. ФАС России разработала 5-летний план развития конкуренции. Среди основных задач – снятие барьеров для бизнеса, повышение эффективности управления государственной собственностью, развитие финансовых рынков, а также инновационных высокотехнологичных отраслей. Предложенные меры направлены на административное перераспределение ресурсов, на формирование равных условий для бизнеса, считают эксперты. Как в Ингушетии будут поддерживать конкуренцию, смотрите далее в интервью. В гостях у нас сегодня заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Рамзан Вахович Евлоев. Приветствую вас в студии нашей программы. Давайте начнем с дорожной карты. Да, там появились новые пункты. Особое внимание уделено сокращению административных барьеров для представителей бизнеса. И утверждена она должна была быть до 1 мая у нас в регионе. Вот расскажите об этой ситуации, вообще о самом проекте подробнее. Действительно, в конце 2025 года правительство Российской Федерации утвердило национальный план развития конкуренции и координирующим органом определило Федеральную антимонопольную службу.
И совместно с территориальными органами ФАС России мы и совместно с Министерством экономики Республики Ингушетия разработали дорожную карту, согласовали с ФАС России, и пока у нас данная карта не утверждена. Но остается только утвердить, но уже сегодня 15 мая, пока наше правительство данную карту не утвердило. Она находится еще на разработке, да? Нет. Или все-таки просто на утверждении? Да, на утверждении, потому что ФАС согласовал, и все замечания были устранены, и просто надо его утвердить. Документ является очень важным для нашей республики, определяющим дорожная карта называется «Развитие конкуренции 2026-2030». И до 2030 года данный документ будет определять развитие конкуренции на территории Республики Ингушетия. Да, действительно, по этой модели, именно по мероприятиям, которые там указаны, мы должны, наши органы исполнительной власти должны исполнять эти мероприятия. Соответственно, там указаны и сокращение административных барьеров, и развитие цифровой экономики, и таких много пунктов, где именно указывается на развитие конкуренции на товарных рынках. Документ уже разработан, как вы сказали. Как вы думаете, какая из мер портфеля дорожной карты будет более понятной и доступной для нашего бизнеса? На самом деле все меры понятны. Каждое мероприятие расписано. Расписан результат дорожной карты и расписаны сроки. И определен ответственное лицо, это орган исполнительной власти, Министерство Республики Ингушетия. И, соответственно, в данной дорожной карте есть несколько направлений, и они очень важны для развития конкуренции на территории Республики Ингушетия и на территории всей страны. Первое – это снижение административных барьеров, потому что крайне важно наличие понятных и прозрачных правил для бизнеса и сокращение. Ну, вот здесь, да, конкретно это сроки, предсказуемость, прозрачность, да, все это прочувствует. Ну, сейчас такие административные барьеры со стороны, например, органов власти, это лицензирование, там затягивание сроков рассмотрения. И, соответственно, вот эти моменты прописаны в дорожной карте, чтобы снизить административные барьеры и цифровизация именно таких моментов, например, подача документов через личные кабинеты и установление конкретных сроков, как, например, сейчас у нас как госуслуга. Ну, по сути, во всех сферах сейчас эти процессы цифровизировали, да, и здесь не исключение. Рамзан Вахович, конкретно в НАЦ-модели одно из приоритетных направлений – это конкуренция. Вот как ФАС Ингушетии превращает это направление, скажем, конкретные управленческие действия? Какие процессы вы контролируете регулярно? То есть про профилактику, про работу, разбор какой-то, не знаю, практики, которая у вас есть, работа с теми же организаторами торгов, вот в общем. Да, работа нашего управления, проводится большая работа. На самом деле сейчас у нас и Федеральная антимонопольная служба разработала такую программу, как антикартель, которая будет отслеживать картельные сговоры. Они очень губительны и влияют на экономику, где между собой конкурент договаривается и снижает цены, соответственно, они не дают другим участникам участвовать в закупках. Также это явление у нас частое? Да, по России. В нашем регионе. В нашем регионе тоже есть дела. В прошлом году тоже возбуждали по сговору. У нас было одно дело. И в 2023 году у нас по всей России было самое крупное дело по картеле. Там сумма составляла 9 миллиардов. Также сейчас очень... Это громкое дело, да? Кто про него уже не слышал? Да. И сейчас очень сильно со стороны ФАСа уделяется внимание маркетплейсам. Цифровые рыночные платформы сейчас... Которые идут сейчас на опережение, да, всего рынка? Да, сейчас у нас
весь бизнес уходит именно на цифровые платформы, соответственно, там и отслеживается антимонопольное регулирование. У нас большая работа в части антимонопольного регулирования, вносятся изменения в законодательство. И сейчас есть такие факты недобросовестной конкуренции, которые выявляются на маркетплейсах. Вот вы сказали, что наш бизнес сейчас уходит на маркетплейсы. Да. Получается, вот обычно наши магазинчики, они закрываются, и они переходят на цифровую площадку? Да. Или все-таки там просто выставляются больше предпринимателей, но наши магазинчики, да, наши местные предприниматели, ну, грубо говоря, остаются на месте? На самом деле сейчас такой тренд, что все пытаются торговать на маркетплейсах, потому что маленькие магазинчики, они только на территории Республики Ингушетия. А если вы открываете, например, свой бизнес в маркетплейсе, там уже задействована вся Россия, но вся страна. Соответственно, Аудитория куда больше? Как? Целевая аудитория, я говорю, куда больше? Да, намного больше, соответственно, для бизнеса интереснее маркетплейсы. И такой сейчас, наверное, арендный бизнес сейчас будет как-то непопулярен, потому что, сидя у себя дома, вы можете открыть свой бизнес в маркетплейсе, а склады все это предоставляется со стороны этого маркетплейса. Соответственно, сейчас как экономика уходит именно в цифровые платформы. Так это хорошо или плохо? В плане конкуренции имеется в виду. Ну, на самом деле, в плане конкуренции... То, что вот вы говорите, вот, получается, традиционная торговля, это не нарушение конкуренции? Как это? Нет, это не нарушение конкуренции. Тут, на самом деле, вся конкуренция у нас уходит в цифровые платформы, и там тоже, наверное, наши потребители видят, что намного дешевле можно покупать некоторые товары, чем в магазинчиках, потому что там и арендная плата, и продавцы. Добавляют стоимость. Да. И, соответственно, для потребителя, потребитель больше уходит пользуется маркетплейсами. Такие прогнозы делаете неутешительные для нашего бизнеса. Смотрите, на самом деле... Реалии нашего времени, да. В дорожной карте, о которой мы говорим, да. Там тоже именно предусматривается совершенствование регулирования вот этих рынков, чтобы не было злоупотребления со стороны таких крупных вот этих цифровых платформ. И поддержка отечественных IT-компаний, это все заложено в план развития конкуренции 2026-2030. То есть, получается, даже сама дорожная карта и вообще экономика страны за то, чтобы развивались маркетплейсы? Да, но хотел бы добавить, что в дорожной карте тоже такой интересный момент и хороший, я думаю, хорошая перспектива для наших предпринимателей. Там указывается, что необходимо развивать бизнес даже в сельских территориях. В части развития и инфраструктуры, и развития, например, того же интернета, чтобы они были обеспечены непрерывным интернетом. И я думаю, у предпринимателя будет возможность и в маркетплейсах торговать, и торговать на местах, развивать локальные рынки тоже. Но все-таки будем надеяться, что традиционная торговля в нашем понимании, она сохранится. Но смотрите, очень интересный момент. Кто хочет пойти, посмотреть и купить, я думаю, все это будет. Ну, вы знаете, на маркетплейсах в основном, не знаю, это мое видение, может кто-то со мной не согласится, на маркетплейсах в основном покупают, масс-маркет. А есть, наверное, есть такие продукты, одежда, за которую ты, то есть закрыв глаза, не заплатишь. Поэтому вытесняется, получается, именно вот этот масс-маркет бизнес. Ну, весь мир сейчас у нас переходит на цифровую платформу. Ну, так или иначе, глобальная цифровизация, этого стоило ожидать. Вот это все предусматривается в плане, все это указывается, и у нас в дорожной карте все это предусмотрено. Рамзан Вахович, вот как вы думаете, стоит ли работать на опережение, чтобы снижение административной нагрузки происходило до того, как бизнес потерял время, деньги
ресурсы? Дорожная карта уже предусматривает снижение административных барьеров. На самом деле государство предусматривает, что, как я сказал, работа, цифровизация бизнеса с государством. Сейчас у нас есть и госуслуги, и будут открыты единые окна, где предприниматель может получить документы, как вы сказали, на опережение, чтобы не прошли сроки, и чтобы бизнес не понес какие-то убытки. Рамзан Вахович, есть ли у вас, у управления, Ингушском управлении, точки входа в цикл бизнеса? То есть вот где вы чаще всего вмешиваетесь, на каком этапе вы вмешиваетесь, чтобы быстрее увидеть эффект для инвестора и вот малого и среднего МСП? Но на самом деле, как сказать, что у нас есть Министерство экономики, органы власти, которые уже должны понимать, какие у нас... Вот мы всегда предлагаем нашим органам власти заранее проводить анализ рынков, чтобы они выявили пустоты, какие рынки у нас свободны, чтобы направлять туда инвесторов и предпринимателей. В нашем случае, как сказать, мы участвуем в инвестиционном совете, там свои предложения выносим. А так, в основном, мы являемся надзорным органом и предупреждающим органом. В случае выявления нарушений выдаем предупреждение, исправляем нарушения со стороны органов власти. И, я думаю, тоже важный момент для бизнеса. И к нам... На каком этапе все-таки вы отслеживаете? Ну, смотрите, если к нам... Сначала идет предупреждение, да? Нет, если к нам предприниматель обращается с обращением, что вот там орган власти нарушает антимонопольное законодательство, мы выдаем предупреждение, и орган власти устраняет нарушение. В случае, если они нарушают сроки исполнения предупреждения и отказываются, мы возбуждаем дело и накладываем штраф на должностное лицо, которое виновно в нарушении. Я думаю, для бизнеса это любое время они могут к нам обратиться в случае, если нарушаются их права в части антимонопольного регулирования. Какие конкретные типы барьеров для конкуренции чаще всего встречаются у нас в регионе и попадают в поле зрения антимонопольного контроля? Это, получается, административные ограничения, входа закупочные практики, дублирующие согласования и перекрестные требования к участникам. Три, скажем так, таких этапа. Но в закупочных и в торгах могу сказать, что есть большая практика, где не проводятся торги, например, на земельные участки, они выдаются без торгов. Соответственно, мы вмешиваемся, отменяем решение и даем предупреждение, чтобы провели повторно торги, чтобы могли все участвовать, весь бизнес, чтобы у бизнеса был равный доступ к, например, какому-то привлекательному участку земельному или там к имуществу. По другим, как я сказал, наверное, административные барьеры — это в основном такие большие сроки лицензирования. Вот могу сказать, что в прошлом году по инициативе нашего управления парламент наш внес изменения в закон по продаже имущества и внесли изменения, что не обязательно проводить торги на все имущество. Но до этого, например, государственные бюджетные учреждения, ГУПы могли продавать имущество без проведения торгов. Сейчас, после внесения изменения... Без торгов уже нельзя? Да, сейчас обязательно проведение торгов, и мы тоже считаем, То есть с прошлого года? Да, в 2025 году в марте внесли изменения. Все, спасибо вам, что пришли, нашли время. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы, если они у вас есть. Мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адик Халчный Ашталча.